Вот эти вредные привычки, употребление алкоголя, да, курение, влияет это все на организм человека. Тема урока «Алкоголь, наркотики, курение и их негативное воздействие на организм». Поднимать такие вопросы на уроке анатомии важно для здорового поколения, поэтому к своим занятиям Марета Хашиева подходит скрупулезно. Опрос учащихся, подбор интересных примеров и видеоматериалов к теме, демонстрирующих вред от этих пагубных привычек. Учитель биологии во второй барсугинской школе – одна из 7 победительниц госпрограммы «Земский учитель». Проект начал действовать по стране с начала 2020 года. Его суть в том, что педагогам за работу и переезд в сельскую местность полагается выплата в размере 1 000 000 рублей. Свои деньги Марета Багаудиновна уже получила. О конкурсе она узнала в школе. К нам в школу пришло письмо о том, что вот есть такая программа «Земский учитель». Потом уже как-то узнала, услышала, прочитала, как у нас бывает обычно, и решила поучаствовать. Вот, поучаствовав в этом конкурсе, нас прошло 7 человек, 7 учителей. Мы являемся победителями, всех своих коллег поздравляю с этим. Впрочем, учитель, живя в одном сельском поселении, может начать работу в другом населенном пункте, что и сделала Марета Хашиева. Она работает педагогом доп. Образования в Горском кадетском корпусе селения Сурхахи, параллельно преподает детям здесь, в Барсуки. Я там работаю в вечернее время, с 6 до 8. Все получается, пока что справляюсь. Очень нравится. Дети, они везде дети, таких разниц нет. Единственное, хотелось бы немножко отметить, то, что, конечно, кадетская школа, здесь кадеты, здесь более ребята дисциплинированные, более ответственные, более внимательные, да, то есть здесь вот чувствуется вот эта какая-то мужская дисциплина. Программа «Земский учитель» действует в регионе 2-й год. За это время победителями конкурса стали 14 человек. Для участия в конкурсном отборе в Институт повышения квалификации в этом году поступило 20 заявок. В их числе педагоги, желающие преподавать в сельских школах русский, географию, литературу, биологию и информатику. Критерий при отборе победителей несколько. Одним из главных требований было возраст претендента до 55 лет на момент подачи документов, наличие гражданства Российской Федерации, наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования. В нашей республике было выделено всего 7 вакансий. Определены 7 победителей. С 1 сентября 2022 года они приступили к работе. Выплаты, также компенсационные выплаты были произведены до начала учебного года. К слову, учителя сами определяют, на что направить денежную сумму в размере 1 000 000 рублей. Для получения нужной выплаты после победы в конкурсе важен ряд условий. Учитель устраивается в школу на должность из списка, утвержденного Минобррегиона. Учебная нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Все эти правила Марета Хашиева соблюдает. 2 работы совмещает без проблем. Дети разные, да, и возраст, и характер. И вот здесь должен быть такой терпеливый, добрый. Вот такому человеку как-то полегче работать именно с детьми в школе. Если человек недобрый, злой, то здесь как-то сложно очень. Дети это чувствуют. Учащиеся платят педагогу внимание к предмету и хорошими оценками. Предмет биология, хоть и непростой, но благодаря ее подходу для школьников очень интересный. Она очень хороший преподаватель, объясняет очень хорошо. Каждую тему она старается объяснить каждую деталь. Сама биология тебе нравится как предмет? Да, очень. В будущем хочу пойти в медицинский. И поэтому биология мой любимый предмет. 7 вакансий в этом году представили в школах Малгобека, Магаса, Сурхахи и Нового Реданта. Регион планирует поучаствовать в программе в следующем году. Информация о вакансиях и приеме заявок будет известна в конце декабря. Однако участникам программы нельзя забывать самое главное условие. Педагогу нужно отработать на новом месте 5 лет. Если преподаватель уволился раньше срока, выплату нужно вернуть в полном объеме. Дана Плиева, Ахмед Горбаков. Новости 24.